Образование, социально-экономическое развитие, здоровье, демография, спорт, культура и СМИ, экология и природопользование. По таким направлениям выстроил работу 13-й съезд Коминнарода, рассматривая наиболее острые вопросы по каждой из этих сфер. Напомним, стартовал национальный форум накануне и собрал почти 200 делегатов. Подробности знает Анастасия Тюрнина. «Живет язык, живет и народ» – это девиз, который объединил делегатов, сведущих в образовании. Именно они обсуждали, как сохранить коми-язык. Сегодня в республике не хватает учителей родного языка. Об этом публично заявляет делегат Мария Соколова. О самом наболевшем, о том, с чем ежедневно реально сталкиваются коми-педагоги. Проблема, наверное, с «мы». На изучение коми-языка отведен лишь 1 час в неделю. Ты даешь материал ребенку, он приходит через неделю и уже ничего не помнит. А его надо готовить к экзамену, к олимпиадам. Многие думают, сдавать коми-язык очень легко, но это абсолютно не так. Когда готовить школьника? Между тем, желающих изучать коми-язык в школах немало. И речь сегодня идет не только о сельских учебных заведениях. Даже в Сыктывкаре растет количество желающих изучать коми-язык. Когда говорят, что коми-язык изучают только в сельских школах, это не так. В Сыктывкаре постоянно растет интерес. Еще одна актуальная проблема – учебники коми-языка стали устаревать. Делегаты съезда поднимают вопрос об их обновлении. Мы не говорим, что учебники вовсе не подходят, работать можно, но материалы устарели в них. Скажем, информация о каких-либо селах или писателях. Сейчас дети очень информированы. Думаем, стоит добавить актуальное, чтобы они охотнее изучали коми-язык. А еще, по мнению делегатов съезда, остро стоит вопрос дефицита кадров. Участники предлагают различные варианты решения этой проблемы. Нам необходимо обратиться к правительству Коми о создании перспективного плана подготовки кадров. Пусть он заработает на год, на 5 лет, на 10. Вот, например, в школе села Нёбдино 10 учителей и 9 из них пенсионеры. Об этом знают лишь те, кто работает на местах. Почти пограничная тема с учительской – развитие внешкольного образования и, в первую очередь, спортивных секций. Работа в этом направлении в регионе идет, но все же делегаты обращают внимание, напоминают, что ждут ее активации. И не только выздоровление подрастающего поколения. Спорт нужен и взрослым. Вот, скажем, спортзал Вайкина. Детям он доступен, взрослым нет. Там занимаются дети. Времени для взрослых не хватает. Там секции, спортивная школа занимается. А мы живем на севере. У нас 9 месяцев зима. Люди желают играть в футбол, баскетбол, волейбол. И таких спортивных активистов много. О строительстве и ремонте культурных объектов тоже упоминали делегаты. А еще о сохранении и развитии культуры и традиций коми-народа. Хорошо, что в обсуждении вопросов принимают участие представители власти. Вместе с ними, сообща, мы найдем решения и ответы. Работа идет конструктивно. И в следующие 4 года мы будем воплощать в жизнь просьбы Коминнарода. Все решения съезда войдут в итоговую резолюцию, которую еще предстоит узнать. Анастасия Тюрнина, Олег Костромин, телеканал Юрган.